Здравствуйте. На КТК выпуск новостей. В студии Алексей Шахматов. О главных событиях к этому часу. Весеннее обострение. Жители окраины Уральска утопают в талой воде и не могут выбраться из домов. Добираться очень сложно, как видите. Грязь страшная прям. Субботник с размахом. Власти Алматы взялись очищать город от незаконных построек. Пришел с доброй вестью. Новый министр нацэкономики предлагал снизить социальный налог, а депутатов больше интересовали украденные фермерские кредиты. Пострадало более 700 человек, на которых оформлялись фиктивные кредиты. В Алматинской области туристов не пускают в горы. В ущелье Заилийского Алатау сошла лавина. Самопроизвольный сход снежной лавины у нас фиксируется каждый день. Ну что ж, начнем с хроник утопающего Уральска. Жители этого областного центра стали настоящими пленниками в собственных домах. Из-за непроходимой грязи из них просто не выбраться. Окраины города топят талые воды. Туда теперь не ездит и общественный транспорт. Машины застревают по дороге. Наши корреспонденты оценили обстановку. Теплая погода и дождь на выходных превратили окраины Уральска в огромные озера. Микрорайон ПДП-2 оказался в самой плачевной ситуации. За считанные часы улица затопила талой водой так, что транспорт по ним уже не может проехать. Вот здесь на этом месте стоял скорый, УАЗик стоит. И говорит, не могу проехать, говорит. А по вызову приехал, говорит, вот. И спрашивает, как туда проехать. Я говорю, туда вообще не проедет скорый. Вот. Фактически, посмотрите, он сам, вот скорый, УАЗик стоит, он, видите, вот. Вот тоже он побоялся дальше проехать скорой. Больной человек звонит по телефону, говорит, вы где стоите? Говорит. Жители выходят на улицу только в резиновых сапогах, но кое-где и они не спасают. Детей по такой грязи и вовсе никуда не отпускают. Автобусы отказались заезжать в проблемный район и оставляют людей на пока еще сухом пятаке. Но даже до этой импровизированной остановки некоторые добираются почти час. Добираться очень сложно, как видите. Грязь страшная прям. Ужас. Мы там далеко живем, с детьми совсем сложно. Ужас. Вот резиновые сапоги, вот дети, вот как видите, в грязи. Жители боятся, что талая вода может подступить вплотную к их домам. Они не в первый год просят чаще вывозить снег с их улиц, а сейчас уже несколько дней не могут дозвониться в коммунальную службу с просьбой прислать помпу для откачки воды. Сейчас это их единственное спасение. Ну, на данный момент с обильными снегопадами, с обильными снеготаяниями вот у нас образовались такие проблемы. Я думаю, будут предприняты меры по откачке данной талой воды. И уже при наступлении благоприятных условий погодных будут предприняты меры по устройству насыпи с, опять же, проведением текущего ремонта. В ЖКХ уверяют, что уже разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дорог в этом микрорайоне. Соответственно, будут и водостоки, и арыки, и вода в будущем не будет так скапливаться. Но пока жители решили запастись мешками с песком на тот случай, если воды станет больше. Елена Назирова, Оксана Наумова, Андрей Сембирев, КТК, Уральск. Большая вода пришла и в Семей. Из-за резкого потепления затопило центральные улицы. В социальных сетях горожане наперебой размещают видео, как передвигаются на машинах, погруженных в воду. Город Семей! В городе еще не все улицы расчистили от снега, а теперь они уходят под воду. К некоторым домам сейчас не подойти и не подъехать. Люди как могут спасаются от воды. Строят самодельные дамбы из мешков с песком. Водители ездят по затопленным улицам с опаской. Незаметные под водой ямы могут стать настоящей ловушкой. Третьи сутки коммунальщики откачивают воду в усиленном режиме, но техники явно не хватает. На сегодня у нас есть очень такие ответственные такие участки. Это вот Биборамбая улица в районе Жоламана, где переезд. Там тоже у нас очень такой опасный участок. Там и ямы образовались, затрудняется проезд. Но там тоже сейчас наши люди работают. Вот, более 20 у нас единиц техники сейчас задействовано. В Актубе неожиданно пропал сжиженный газ. У автозаправочных станций огромные очереди. Водители жалуются, приходится простаивать по несколько часов, чтобы заправить свои машины топливом. Многие считают, что это очередная уловка, чтобы поднять цены, а вот владельцы заправок во всем винят чрезмерно экономных чиновников Минэнерго. Говорят, что выделяемые объемы сжиженного газа вовсе не соответствуют реальному спросу. Ардак Мауина выясняла подробности.
Попасть на заправочную станцию в эти дни – мечта для водителей Актубе. Длинные очереди заканчиваются на обочине городских дорог. И все это из-за исчезновения жиженного газа. Дешевое топливо оказалось вне зоны доступа. Отпускают строго по талонам 49 тенге за литр. Правда, говорят, появились уже и спекулянты. Газа у нас ведь много. Непонятно, почему исчез. Наверное, снова хотят поднять цены. Говорят, что нет газа. А предлагаешь чуть больше, 60 тенге за литр. Так сразу заправляют. Уже неделю газа нет. Ходим все в поиске. Занимаем очередь. По 2 часа ждем. Теряем время. Работа стоит. Водители говорят, что газ обычно пропадает перед резким повышением на него цен. Так было, к примеру, прошлым летом. У владельцев заправок своя версия. По их словам, сейчас слишком много машин перешли с бензина на газ, а объемы топлива выделяются по старым расчетам, и его попросту на всех не хватает. Все госслужбы перешли на газ. Никто не хочет заправляться бензином в сумме 140. Нам нужно на заправку 120 тонн. Вот Хамтау, допустим. А нам дают 30 тонн. В Акимате тоже пытаются убедить своих коллег из Минэнерго не экономить, а наоборот выделять большие объемы жиженного газа. Отправляют им новые данные и необходимые справки о расходах. Однако пока все тщетно. Ежемесячно в Министерстве энергетики защищается потребность в жиженном газе Актюбинской области. Это в количестве 7344 тонны. Но министерством нам утверждается 5200 тонн. Единственное, чего удалось добиться местным чиновникам, так это выделение региону дополнительных 80 тонн жиженного газа. Правда, хватит этого топлива всего лишь на 5 дней. А вот что будет в апреле, даже с ценой на топливо, пока вопросы открыты. Потому как приказ о предельной стоимости газа истекает 31 марта этого года. Ардак Мауна, Мирамбек Симанов, КТК, Актубе. Трагедия. Едва не закончился снос популярной столовой в центре Алматы. Вывеска чуть не рухнула на работников заведения и судоисполнителя. Они находились под тяжеловесной конструкцией, когда ее начали разбирать. От общепита решили избавиться из-за того, что его построили незаконно, но почему-то лишь спустя несколько лет после возведения. Демонтажные работы сейчас вообще ведут по всему городу. Сколько еще зданий ждет снос, сегодня пыталась узнать наш корреспондент Юлия Яскевич. Сначала в столовую пришли судоисполнители, потом к столовой подъехал трактор. Владельцы общепита пытались показать, что они этим гостям не по зубам, но тщетно. Судоисполнители рассказывают, хозяева заведения кормили их завтраками. Постановление о сносе было еще неделю назад, но добровольно демонтировать заведение никто не спешил. Ваша бумажка не действительно. В смысле? Это не наша бумага, это постановление суда. Здание построили несколько лет назад, но почему-то лишь недавно выяснилось, что это было незаконно. Как масштабные строительные работы в историческом центре оставались тайной для чиновников, непонятно. Выявил газ к незаконному построению. До настоящего времени почему не выявлялся, это нам неизвестно. Мириться со сносом сотрудники столовой не хотели. Они просто-напросто отказались выходить из здания. Но владелец в буквальном смысле грудью встал на защиту общепита. И вот тут его личная трагедия едва не стала трагедией общественной. Таким радикальным образом судоисполнители и чиновники решили ускорить процесс освобождения помещения. Как от людей, так и от вещей подействовало. Сотрудники поспешили вынести мебель. Ну а потом, очевидно, будут спешить с поисками новой работы. Работникам будет тяжело, нужно искать другую работу. Все внезапно получилось. Мы все знали о сносе, но не думали, что сегодня. А вот в другой части города к сносу были готовы. Более того, проводят его самостоятельно. Эти пристройки тоже признали незаконными. Их владельцы, не дожидаясь судоисполнителей и чиновников, демонтируют конструкции сами. И совсем не ропщут, а наоборот, радуются, что город станет краше. Это правильная идея. Это же делается для улучшения облика города. Пристройки часто его портят. Когда мне сказали, что в моем случае конструкции незаконные, я начал разбирать их самостоятельно. Похоже, власти Алматы вообще начали масштабную борьбу против незаконных построек. Вот только сами власти об этом мало что знают. Неизвестно чиновникам, сколько зданий было снесено и сколько снесено будет. В ответ на конкретные вопросы лишь абстрактные ответы. Работы в данном направлении проводятся.
выявляется, ведется мониторинг. Не знают представители управления архитектуры и градостроительства, и почему десятки билбордов в Алматы снесли глубокой ночью, не привлекая ни журналистов, ни судоисполнителей. Произошло это, напомню, в начале марта. Рекламные щиты и LED-дисплеи просто грузили в машины и увозили в неизвестном направлении. В акимате массовый снос объяснили решением суда. Юлия Яскевич, Жангир Кимбеков, Илам Зарлюсан, КТК. Полицейские Темиртаура разбираются в случае киднеппинга. Двухлетнюю девочку выкрала няня. Похитительницу с ребенком задержали в столице. С малышкой она планировала скрыться в Алматы. Сейчас 22-летняя няня дает показания. Девочку уже вернули родителям. Ребенка у Екатерины Огневой похитили накануне. Няня, которая смотрела за Викой всего 4 дня, оставила записку. В ней она написала, что полюбила девочку и якобы хочет испытать материнские чувства. В конце добавила, что вернет ребенка родителям в мае и просит не переживать. Екатерина знает няню не 1 год. Вместе воспитывались в детском доме и учились в колледже. Поэтому доверила ей 2-летнюю Викторию, не задумываясь. К тому же подруге негде было жить и нужны были деньги. Отныне за Викой будут смотреть только родители. Ей самой некуда идти. Еще она ребенка чужого взяла. Я просто не понимаю, это что за человек, что у нее на уме было. Я ее не прощу, если бы она меня обокрала или деньги, или вещи, я бы еще как-то поняла. Или ребенка оставила дома, но голодным. Но с собой утащить еще и мокрую. Казахстанцы попали в страшное ДТП в Башкортостане. Легковой автомобиль с нашими гражданами столкнулся с молоковозом. Авария случилась на трассе Уфа-Москва. Смертельное ДТП произошло в Кушнаренковском районе. За рулем легкового авто находился 35-летний житель Казахстана. Именно он, по версии ГИБДД Башкортостана, куда дозвонились репортеры КТК, не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с молоковозом. От полученных травм сам водитель скончался, а вот 2 его пассажиров, 28 и 29 лет, тоже наши соотечественники, госпитализированы. Других подробностей происшествия полицейские не сообщили. ЧП на юге Кыргызстана. Там под оползнем погибла многодетная семья. Мощный селевой поток накрыл небольшое саманное строение. В момент трагедии в доме находились супруги и 4 детей. Известно, что жилище было возведено незаконно. Высота сошедшей грязевой массы достигала 15 метров. Сейчас на месте работает оперативная группа, в том числе спасатели, медики и милиция. В зону бедствия прибыл и глава МЧС Кыргызстана. По оценкам специалистов, в регионе по-прежнему сохраняется угроза повторного схода оползня. Из-за этого все поисковые работы на время было решено приостановить. В опасной зоне сейчас до сих пор остается порядка 130 домов. Большую часть жителей уже эвакуировали, их разместили в местной школе. В ближайшее время людей обеспечат водой и продуктами. Дополнительно установят обогреваемые палатки. Поисковые работы пока остановлены, поскольку движение оползня в районе продолжается. И сейчас мы занимаемся обеспечением безопасности местного населения. В Казахстане могут снизить социальный налог сразу в 2 раза. Сегодня об этом заявили в Министерстве нацэкономики. Причина послабления проста. Совсем скоро в списке обязательных ежемесячных отчислений появится новая графа – Фонд медицинского страхования. Министр Сулейменов целых 3 часа рассказывал депутатам о планах ведомства. Однако тех заинтересовали совсем другие темы. Дамир Исмаилова готова рассказать нам самое интересное. К первой самостоятельной встрече с депутатами Тимур Сулейменов готовился почти 100 дней. В парламенте он уже, конечно, был, но всегда в компании коллег. Сегодня же отчитывался в одиночестве. Может, поэтому простоял за трибуной долгих 3 часа. Господин министр, оказывается, вы уже 20-й по счету министр экономического блока за время нашей независимости. Один ушел на повышение, другой сам по себе перегорел, еще один оставил после себя много шума. Мне хочется надеяться, что вы останетесь в памяти, сделав что-то хорошее. Одной из главных инициатив стало предложение снизить социальный налог. Все потому, что с 1 июля в стране появится еще один вид обязательных отчислений. Теперь уже фонд медстрахования. Вся остальная нагрузка, она очень жестко увязана с конкретными задачами. То есть там целевые. ОСМС – это медицина, пенсионный – это накопительный пенсионный фонд. И только социальный налог, исходя из единства бюджетной и налоговой системы, имеет общую направленность. Чтобы почувствовать эффект, его нужно сокращать существенно. То есть, не знаю, в 1,5-2 раза.
Коснется новшества только юридических лиц, работодателей, бизнесменов, частных адвокатов и нотариусов. Снижение соцналога министерство рассматривает в рамках нового налогового кодекса, поэтому когда точно заработает система, еще не ясно. Но интересовали депутатов не только налоги. По данным мажилисменов, сотрудники Казагро выдавали фиктивные кредиты фермерам и только в прошлом году украли $1 миллиард тенге. Выявлено, что свыше 30% лиц, получивших микрокредиты в 2014-2015 годах в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства, не были зарегистрированы в налоговых органах. О нарушении говорит и факт хищения средств в филиале фонда по Восточно-Казахстанской области, нанесший ущерб государству свыше $1 миллиарда тенге. В итоге пострадало более 700 человек, на которых оформлялись фиктивные кредиты. Представители Казагро проблему признали, но заверили, что речь идет о гораздо меньшей сумме – около 600 миллионов. Все виновные установлены, а система выдачи кредитов пересмотрена. Однако депутаты снова призвали министра к ответу. Развитию бизнеса препятствует несколько факторов. Даже акиматы требуют большого количества разрешительных документов, а контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство. Лидерами среди проверяющих стали налоговые органы. Депутат просил решить эту проблему, а еще объединить все программы по поддержке предпринимателей. И, может, просил бы еще, если бы не зампред Мажилиса. Владимир Башко первым не выдержал напора коллег. Уважаемые коллеги, у нас уже прозвучало 18 вопросов. Побережем министра, чтобы он дожил до 100 дней. Однако, прервав допрос Сулейменова, самый известный спасатель страны воспользовался паузой и предложил министру подумать о переводе программы «Нурлы-Жер» в село. Башко подчеркнул, что государство вкладывает баснословные деньги в строительство жилья, однако возводит его только в городах. Привлечь к строительству комфортабельных домов в аулах депутат предложил домостроительные комбинаты, но комментировать эту инициативу Сулейменов уже не стал. К слову, в течение первых 6 месяцев года в рамках «Нурлы-Жер» чиновники пообещали ввести в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья по всей стране. Дамира Самаилова рассказала, почему планируется снижение социального налога в Казахстане и что еще ждет отечественных предпринимателей. Создателя Российского фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального суд приговорил к 15 суткам ареста и штрафу в 20 тысяч рублей. Такое наказание оппозиционер получил за неповиновение полиции и нарушение порядка организации митинга. Масштабные протестные акции прошли накануне по всей России. Формально поводом для них стало расследование организации Навального о дорогостоящем имуществе, которое якобы принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву. Сам Медведев на эти обвинения пока никак не отреагировал. Виталий Мантров расскажет детальнее. Масштабные воскресные митинги в России под условным названием «Он нам не Димон» обернулись таким же масштабным задержанием их участников. Только в Москве, по официальным данным, полицейские доставили в отделение 600 человек. Оппозиционеры насчитали больше. Не только тех, кто попал в руки силовиков, но и тех, кто вышел на улицу выступать против коррупции. Если в правоохранительных органах говорят о 8 тысячах протестующих, то недовольные властью активисты называют цифру в несколько раз больше. Один человек ничего не может, но все-таки вот масса, по крайней мере, покажут, что нельзя так дальше жить, нельзя. Но я боюсь, что этого будет недостаточно. Я боюсь, что им нужно, чтобы по башке как следует дали, вот тогда, может быть, до них дойдет. Но пока народ безмолвствует. Не только закоренелые оппозиционеры вышли возмущаться с плакатами в руках. В массе недовольных было много студентов и школьников. И не только в столице России, а как минимум в 80 городах. В Санкт-Петербурге символом протеста стали кроссовки. Как утверждает главный инициатор митингов Навальный, его, к слову, одним из первых задержали в Москве. Именно с дорогой спортивной обуви премьер-министра и началось расследование фонда борьбы с коррупцией. Организация обвиняет Дмитрия Медведева в накоплении колоссальных богатств. Элитной недвижимости, земельных участков, виноградников и яхт, что с зарплатой даже на такой высокой государственной должности не купить. Убежденные в правдивости этой информации сторонники Навального готовы митинговать, несмотря на все запреты и стычки с полицией. Если мы посмотрим, то в тех странах, где люди активнее выходят, там и жизнь лучше, и средняя зарплата выше. То есть способность граждан выйти на улицу и потребовать что-то, что они считают, власть им должна дать по праву, она как раз определяет успех общества, успех государства. Поэтому чем активнее наши граждане будут, чем более многочисленные акции мы будем собирать по вопросам общества волнующим, тем лучше будет ситуация, тем больше внимания наши власти будут нам уделять. Пресс-секретарь российского премьера обвинение оппозиции в адрес Медведева назвала пропагандой
пропагандистскими выпадами Навального, который хочет стать президентом. Сам же Дмитрий Медведев, которому приписывают создание тайной империи. Пока от Владивостока до Москвы митинговали тысячи недовольных, которых разгоняла полиция и запихивала в автозаки, на вопрос «Привет, как день прошел?» ответил у себя в Инстаграме: «Неплохо, на лыжах покатался». Виталий Мантров, Мурат Нурмагомедов, КТК. Массовыми задержаниями закончились выступления протестующих и на улицах Минска в субботу. В неофициальный праздник День воли они вышли на несанкционированную акцию, но встретили на пути ожесточенный отпор милиции. Силовики заблокировали дорогу, и, несмотря на то, что активисты вели себя мирно, начали скручивать их, а некоторых даже бить дубинками. В автозаке грузили всех без разбора, и женщин, и стариков. Среди них были и журналисты, которых отпустили после проверки документов. О точном количестве доставленных в отделение не сообщается. Правозащитники говорят о сотнях задержанных. Проводить эту акцию в 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики власти оппозиционерам не разрешили. Незадолго до этого президент страны Александр Лукашенко заявлял о том, что все незаконные протесты будут жестко пресекаться. Массовые выступления недовольных падением уровня жизни и налогом на тунеядство начались в Беларуси в феврале. «Лукашенко, уходи». Это был главный лозунг протестующих. Мы прервемся на рекламу и смотрите далее в выпуске. В Алматинской области туристов не пускают в горы. В ущелье Заилийского Алатау сошла лавина. Самопроизвольный сход снежной лавины у нас фиксируется каждый день. Ламбады больше нет. В Шымкентском зоопарке умерла старейшая постоялица. С песней к победе. Димаш Кудайбергенов стал финалистом музыкального конкурса в Китае. На КТК новости мы продолжаем. Международный финансовый центр Астана переймет успешный опыт Дубая. Об этом договорились Нурсултан Назарбаев и вице-президент Арабских Эмиратов. Сейчас глава государства находится там с рабочим визитом. Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум говорили о двустороннем сотрудничестве, в первую очередь о торговле, финансах и инвестициях. Тем более, что Казахстану есть чему поучиться у Эмиратов. Дубайский международный финансовый центр показывает высокий темп развития, отметил Нурсултан Назарбаев. Пример его успешной работы хотят внедрить и у нас в финансовом центре Астана. Он появится на территории Экспо после окончания выставки. Посетить ее президент пригласил и шейха. Для ломбардов в Казахстане могут ввести новые правила. Ужесточить требования для них предложил генеральный прокурор. Также Акып Асанов намерен бороться с кражами. Мы просим одного, чтобы каждый, кто сдает в ломбард что-то ценное, он должен свои фамилии указывать, его должны снять, зафиксировать фото, и там должны быть, наверное, камеры и так далее. Наверное, это никак не решает свободе предпринимательской деятельности. За 25 лет в стране произошло более 2 миллионов краж. 500 000 до сих пор не раскрыты. Ущерб исчисляется миллиардами тенге. Чаще всего добычей воров становятся мобильные телефоны. Это 20% от общего числа краж. Из-за огромного количества так называемых серых телефонов, заявленный как уникальный код, в итоге повторяется на других мобильных устройствах, и блокировать все просто невозможно. Да и база имей-кодов, в которой планировали собирать еще и личные данные пользователей, до сих пор не заработала. Для операторов это оказалось слишком затратным. Однако такое объяснение не устраивает ни Генеральную прокуратуру, ни МВД. Конечно, где-то получается, что им выгодно работать вот с такими контрафактной продукцией. Любая кража, которая совершена сегодня, этот сотовый телефон тут же на базаре продается третьему. Через 40 минут этот сотовый работает и идет абонентская плата. Поэтому мы должны принять жесткое решение. В Астане к 3 годам тюрьмы приговорили высокопоставленного полицейского. Замначальника криминальной полиции столицы Сакена Сулейменова признали виновным в применении пыток. По версии следствия, он выбивал признание у сотрудника КНБ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на срок 3 года. Лишить его звания подполковника полиции. Задержали Сулейменова минувшей осенью по жалобе экс-сотрудника КНБ Айдына Алпызбаева. Его осудили за организацию покушения на столичного бизнесмена. Но он указал, что в ходе следствия полицейский оказал на него психологическое давление.
В итоге в марте 2015-го Алпызбаева приговорили к 14 годам тюрьмы за преступление, которого он не совершал. Установить это удалось позже. Бизнесмен, на которого якобы и покушался, сотрудник КНБ, заявил, что всю эту историю выдумал, а судмедэксперт, подделавший заключение, уже осужден. При этом Алпызбаев до сих пор находится в тюрьме. Прокуратура города Астана было направлено ходатайство в военный суд Республики Казахстан о пересмотре этого дела в отношении Алпызбаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Но судьи военного суда всем составом заявили себе самоотвод, считая, что они не могут рассматривать это дело, потому что ранее они рассматривали в апелляции и в кассации это дело в отношении Алпызбаева. Экс-глава КНБ Нартай Дудбаев останется под стражей по меньшей мере до конца мая. Вместе с ним арест продлили и другим фигурантам дела – экс-сотруднику посольства Казахстана в Италии Нурлану Хасенову и госслужащему Ерлану Нуртаеву. Генерал-лейтенанта Нартая Дудбаева задержали в конце декабря. Его подозревают в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий. Дудбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, а позже работал советником президента и руководителем нацкомпании. В Алматинской области временно закрыты проезды на горнолыжные курорты. Под запретом остаются и пешие прогулки в ущельях Заилийского Алатау. Накануне там произошел самопроизвольный сход снежной массы. Лишь чудом никто не пострадал. В регионе по-прежнему сохраняется лавиноопасная ситуация. Сейчас на проблемных участках выставлены патрули, а за состоянием снежного покрова в горах в круглосуточном режиме наблюдают десятки специалистов. Бауржан Апсиитов продолжит. Автодорогу, ведущую к Большому Алматинскому озеру, спасатели и рабочие вот уже несколько часов пытаются привести в порядок. Работы по расчистке, заявляют специалисты, будут проводиться до позднего вечера. Часть трассы, где накануне сошла лавина, уже расчищена. Самопроизвольный сход снежной лавины у нас фиксируется каждый день. Они останавливаются в основном на склонах гор. Это именно те, которые я сказала, общим объемом 2900. Они упали на проезжую часть, то есть на автодорогу, которая ведет в Кумбель, Аюсай. С начала года спасатели принудительно произвели уже 12 спусков снега со склонов гор. Также определены самые опасные участки. Специалисты насчитали в регионе их около 100, и 18 из них находятся близ Алматы. Было проведено 3 аэровизуальных облета, где было выявлено и установлено, что снежный покров в горной местности, то есть в горах Алматинской области, превышает в 1,5, если быть точнее, 1,67 раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас на подъездах к высокогорным участкам выставлены полицейские кордоны. Движение полностью перекрыто. За снежным покровом в круглосуточном режиме наблюдают десятки специалистов. Спасатели же заявляют, что лавиноопасная ситуация в горах сохранится как минимум еще до середины апреля. Бауржан Апсиитов, Талап Балтабек, КТК, Алматы. В шымкентском зоопарке похоронили бегемота. Самка по кличке Ламбада была любимицей посетителей и считалась дамой преклонного возраста. Причина ее смерти пока не установлена. Пока еще не знаем, от чего смерть наступила. За неделю до смерти она лежала и совсем не ела. Ей было 26 лет. В природе бегемоты живут 50 лет, а в зоопарках раза в 2 меньше. Известно, что 7 лет назад самка захворала. Правда, и тогда, и сейчас неизвестно, чем животное болело и почему отказывалось от еды. Многие годы Ламбада жила на иммуномодуляторах и антибиотиках. За это время успела родить 3 детенышей. Годовалая самка Глория теперь тоскует по матери, с которой они были не разлей вода. За неделю до смерти бегемотиха слегла и больше не поднималась. Ветеринары рассчитывают, что после результата вскрытия о таинственной болезни они все-таки узнают. Напомню, это не первый случай гибели животных в зоопарках страны. В прошлом году скандалы сотрясали алматинский зверинец, где умерли жираф, тигрица, шимпанзе и краснокнижные барсы. Самолет с футболистами сборной Казахстана приземлился в Ереване из-за технических проблем. Лайнер вылетел из аэропорта столицы Армении, но через некоторое время вернулся обратно. Командир борта принял такое решение после того, как сработал сигнал неисправности шасси. Во время посадки никто не пострадал, пассажиров расселили в отеле, и они несколько часов ждали другого рейса. Хотя авиаинцидент закончился благополучно, футбольная команда возвращается домой далеко не в радостном настроении. Накануне в отборочном матче чемпионату мира 2018 казахстанские футболисты не смогли одолеть сборную Армении. На игре в Ереване хозяева поля забили 2 гола в ворота гостей. За 5 туров это поражение уже 3-е для казахстанской сборной. В своей группе они сейчас на последнем месте.
Скандальные талисманы Экспо-2017 вернулись на бульвар Нуржол. Дизайнерам потребовалось больше 2 месяцев, чтобы обновить их облик. И установили кукол уже не на прежнем месте, а у монумента Байтерек, а напротив аллеи участников международной выставки. Операция по смене внешности затронула почти все фигуры. Но самые существенные изменения претерпела Сауле. Куклу, которая вызвала резкую критику казахстанцев, переодели и изменили ей прическу. Теперь вместо лучиков, на которые покушались вандалы, на ее голове красуется ободок. Маскотам также обновили одежду. Кроме того, на них появилась обувь. Но, пожалуй, самое главное, Сауле, Куат и Мюльдер стали более приветливы по сравнению с куклами, которые стояли до них. Напомним, в начале года вся троица бесследно исчезла. Позже руководство выставки призналось, что после критики пришлось отправить их на реставрацию. Димаш Кудайбергенов стал финалистом конкурса «I am a Singer». После вокального марафона талантливый казахстанец вошел в тройку лидеров музыкального шоу, исполнив песню на стихи Урала Байсингира «Незабываемый день». На музыку Димаш Кудайбергенов положил их сам. Эта песня стала второй композицией на казахском языке, исполненной на китайском проекте. Популярность казахстанского исполнителя в КНР росла с небывалой скоростью, и вот сегодня стало известно, что Димаша Кудайбергенова назвали самым популярным певцом Азии. Именно так и называется номинация премии Top Chinese Music Awards. Ну а еще выступление певца планируется в рамках Экспо-2017. 27 июня в Астане состоится его сольный концерт. Сегодня во всем мире отмечают Международный день театра. В честь этого события труппа алматинской Лермонтовки устроила праздник не только себе, но и зрителям. Мастера академической сцены неожиданно перевоплотились в бродячих артистов. Под открытым небом актеры воссоздали дух ярмарочных гуляний. Балагурили и танцевали, признавались в любви и бились на шпагах. Уличный перформанс публика оценила. И наш корреспондент Регина Ким тоже. Народные пляски, гоголевские монологи и шекспировские страсти. Артисты Лермонтовки сегодня впервые развернули театральный перформанс на уличных подмостках. Под открытым небом лермонтовцы показали уже известные сценки с классического «Ревизора» и детской сказки «Финист Ясный Сокол». К Международному дню театра труппа также написала новую мини-сценку на шекспировский лад. Артисты поставили и показали сложный хореографический номер на шпагах. Молодые артисты Роман Жуков и Рауф Хабибули написали сценарий к перформансу. Мужчины признаются, переживали, что академические актеры не поддержат идею уличного выступления. Вопреки опасениям, эксперимент поддержали даже старожилы театра. Театр выходит за пределы своего здания, и мы начали думать, что можно придумать. И раз мы вышли за пределы, почему бы не уличный, не бродячий театр, который ходит из города в город и выступает на подмостках. Театр академический, и когда мы заявили нашим коллегам, что мы будем выходить на улицу, интерактивно работать со зрителями, никто как бы этого не испугался. Вот что мне понравилось. Профессиональный праздник сегодня отмечают и те, кто на сцене, и те, кто за сценой. Дмитрий Булгарцев, выходец из династии театральных техников. В Лермонтовке больше 40 лет. Сегодня он также работал над уличным представлением. О своей службе Дмитрий рассказывает скромно, но с гордостью. Должен уследить, чтобы мне хватило музыки, чтобы точно на определенные слова мне поднять эту музычку, чуть-чуть убрать. Нашу работу никто не замечает. Я говорю, и слава богу. Главное, я спрашиваю в зале, слышали музыку? Ну, что-то там звучало. Я говорю, не мешало? Нет. Не забивало? Нет. Я говорю, ну все, значит, вот это все, значит, моя работа исполнена нормально. Необычное представление сегодня прошло с аншлагом. Я хочу поздравить всех своих коллег с этим потрясающим праздником, Днем театра. Пожелать им всем работы, хороших ролей, успеха, чего ждут все артисты, как ни одна профессия из существующих. Международный день театра у нас прошел под девизом «Театр – Родина нашей души». Регина Ким, Алмаз Нурдос, КТК Алматы. Ну и прямо сейчас смотрите специальный репортаж главной редакции.